12. kord teele asutud Ukraina suunas. Väikene jupp juba sõidetud, oleme Valkas. Seekord siis viime rindale natukene suuremad tehnikad. Tänu Evenile, Priidule on meil koos selline uhke veoauto, mis läheb siis selleks, et aidata vedada BMP2. Tänu Andresele on meil uhke T5 ja tänu meile noorele pensionärile on meil uhke nelikveoline, ka selle 7-kohaline, millest on kindlasti seal just transportimise ja kauba vedamisel väga palju abi. Lisaks sellele oma suurte toetajatega kokku saime osta mähkmeid, igasugused hügieenitarbeid, hambapastasid, žilette. Lisaks sellele Itaki poolt on meil suures koguseis mähkmeid täiskasvanutele, voodikaitsmeid, on ratastoolid, toed, tualetid, mida saab kasutada. Buss on täis täpselt samamoodi madratseid, mida me saime Rakvere kandist toetuseks, mis on samamoodi sõduritele ja haiglatele väga tähtsad. Kaasas on ka Pärnust tulnud tekid 26 ja kõike muud hädavajalikku. Ja lõpuks on meil siis Resvo poolt antud väikene haagis, millega me saame selle kauba sinna kohale vedada ja ilusti ka sellega pärast tagasi. Nii et 12. kord teele. Veloga kahekesi seekord lähme, Velo lehvitab. Et vaatame, kuhu me seekord jõuame, et otsesest eesmärgiks on minna Odessa peale. Ja lähme, päike on meeletu, kuumus ainult kasvab, loodame, et tehnika ilusti kõik vastu peab. Nii et jõudu jaksu. Nii, oleme nüüd lõpuks kohale jõudnud Odessasse. Panime ühe otsaga ära, öö on magatud. Lähme vaatame, mis edasi saab. Kuna seekord oli suhteliselt kiire, veoautost maha laadimine toimus siis ühe sõjaväe osakonna lähedal, siis me pidime kiiresti laadima ja hetkel tõime lihtsalt asjad praegu siia. Et ülevaade oleks palju me asju siia tõime, siis need asjad on praegu siia maha laetud. Тебе вкусно? Тебе вкусно, я поняла. Liblikad tulevad sinu juurde juba, armulind väike. Ei tohi liblikad lüüa.
С радостью передаю тебе ключ от этого классного трейлера, что ты его хорошо использовал. И всем спасибо, кто помогли его ремонтировать, менять масло. И Эвен, тебе большое спасибо, что ты помог задницу так хорошо сделать, чтобы он держал все эти 3000 километров. Слава Украине! Героям слава! Когда уже были все машины вышли из строя, мы вспомнили, что Рональдо же нам подарил такой аппарат. И вот благодаря такой машине мы еще последние дни хлопцы вывозили. И это теперь приятно здесь, да? Да, запрятали, но не подводило. Не подводило. Машина мощь, вот смотри, на него поставили рэп от дрона. Можно на камеру снимать? Да, это? нужно. На нем стоит рэп, специальная антенна. Взрывной. Мы так ориентируемся лучше. Навар у нас много, а эстонец один. Он в свое время попал в передрягу. На него сделали сброс. Был поврежден капот. Стекло вот до сих пор не поменяли. Вон даже отверстие вверху осталось. Этот раз мы сделаем видео Мы с тут ни при GoPro. чем. Вот. И Индрек снова тебе Ванат Алим посылал. И кофе. Кофе. И конфеты. Ну, огромное спасибо. Здесь еще много сладкого. И здесь тоже написано. Вот. Мгм. Спасибо. И все другое, что еще есть, это Славе. Передать надо. Вот здесь еще. О, орешки еще должен. Это ж не Славе, это ж... Да, это мама, это мама, это Всё. мама. И он еще напомнит, помнишь, я посылал тебе видео, когда он каждый день ходит своим кружкой, с кофе пьет. Каждый день. А я с его кружкой каждый Вот день. видишь. Можешь Так туда что у меня спасибо его сказать. кружка до сих пор. Да, я тебе покажу, мы же еще Хорошо. увидим. Вопрос вам, как у вас А самое интересное, после захода. Все, что Это не понял. Кто начал раньше сегодня? Слава Україні! Героям слава! Ujuda Nepris. Kurat, no seda ei saa käest ära lasta. Ну, по вашим меркам, наверное, теплая. Раз в Украине. И я очень рад, что я могу сегодня встретить наших друзей, когда они получили свою отпуск и могут отдыхать. Поэтому мы все сегодня не в военной форме, мы отдыхаем. Но это не значит, что им помощь не надо. Я думаю, что я долго не буду говорить, что я привез сюда. Я даю слово людям, кто будут все это получить. И пусть они говорят, что я привез. Ну, до этого хочу передать одну машину Т5, что мне подарили, что я привез сюда, Мамай. Пожалуйста, надеюсь, что он помогает вас. Обязательно, спасибо. Сегодня первый день лета. И у нас снова в гостях, да, пусть не святой Николай, но святой Янус, да, святой Янус с его командой. И опять очередными подарками, сюрпризами и очень нужными вещами. Спасибо огромное за поддержку. Уже несколько лет вы с нами нас поддерживаете, и это очень важно. Это очень важно для нас, что мы не одни, что за нами есть такие люди,
И от этого, конечно, мы становимся только сильнее. Уже несколько лет мы эксплуатируем любезно предоставленные Автомобили, автомобили, а также инструмент. инструмент фирмы Makita. Мы, конечно, опробовали уже много разных вещей, и сейчас будем продолжать новинки, тестировать, смотреть, как они нам пригодятся. Вот, в принципе, уже оправдавшие себя светильники, уже на них очередь стоит. Понятно, что надо дополнительные аккумуляторы, потому что чем больше, тем больше возможностей. Мы уже эксплуатировали пилу на аккумуляторах, позволяет бесшумно работать, Бесшумно довольно, работать. Очень близко. да, это очень важно. Также теперь попробуем заменить болгарку на вот такую ленточную пилу. Она не должна давать искр, да, ночью можно будет работать ночью без лишних, скажем так, света и шума и пыли. Да. Также себя хорошо зарекомендовали гайковерты, да. То есть это можно быстро совершить ремонт любого типа, таким большим спектром головок на эти гайковерты. Прямо тоже непосредственно на передовой. Там главное быстро, тихо, без шума и пыли. Так что огромное спасибо фирме Makita за такую поддержку. Также, понятно, всегда в ходу домкраты разного объема. Такие мы берем с собой в машину непосредственно маленькие. Ну а такими тяжелые случаи, допустим, то есть даже у себя быстренько подкатил, поменять колесо удобно, конечно, с подкатным домкратом. Ну, спасибо за крепежи. В данном случае мы попросили, и нам быстро Янус отреагировал, это компрессор. Он здесь имеет широкий спектр задач. Даже вот нам надо срочно перекрасить машины, поскольку мы находимся, грубо говоря, в цивильном месте, и чтобы не выделяться, нам нужно иногда быстренько перекрасить машины, поменять цвет. Также так, продуть радиаторы. Ну, я уже не говорю про подкачку колес и всему тому подобное. Когда оно быстренько раз, и все готово. Попробуем эту двухсторонний скотч, да, он получается. Да, новинка. Ну, мы, я думаю, разберемся, как-то применим. Ну, и также остальные вещи. Аккумуляторы дополнительные. И матрацы. Да. Вот. Силовые кабеля постоянно. Должна быть в машине, это аварийная. Всегда должна быть. Ну и, конечно, чтобы наши солдаты хорошо отдыхали. Даже в таких условиях. На раскладушку можно кинуть такой матрас, и твой сон будет как дома на кровати. Да. Так что служба станет более приятной. Ну и, конечно, спасибо, что не забывайте за нашу гигиену, чтобы поддерживать это влажные салфетки, шампуни, мыло, антисептики. Это постоянно идет в ходу, расход материалы. Также сейчас лето, и актуальны стали репелленты против комаров. Ему спасибо огромное. Ну и Powerbank. Да, Powerbank. Ну это вообще это самая ходовая вещь. Без нее, конечно, теперь передовая даже и не представляется. С нее ты заряжаешь рации, поддерживаешь заряд постоянно, связь, чтобы была. И теперь расход основной электроэнергии идет на рэбы, работу рэба. Его надо постоянно поддерживать в заряженном виде. Благодаря таким вещам это можно. Это Рональдо. Спасибо, Рональдо. Огромное спасибо, Рональдо. Оно пригодится. Да, спасибо, спасибо, ребята. Слава Україні! Героям слава! 13-й раз в Украине. И с
большое спасибо нашему молодому пенсионеру, кто последний минут нам сделал такую крутую подарок, как этот газель здесь. Почему это газель такой хороший? Номер один, он 4×4 и дизельный двигатель. И сегодня мы вместе с солдатом, кто сегодня на отпуске, на цивильном одежде, и он может сказать, почему вот такая машина хорошая. Добрый день. Я хочу сказать, что именно такая машина 4×4 сможет довести наших солдат и в том числе и БК до того места, где оно нужно. И у нас все машины работают, которые Янус нам привозил. И это будет большой вклад в наше общее дело. Не, ну когда есть профессиональные инструменты профессиональные, то и приятно работать, то ты там трубы, шмубы и сильно занимает много времени. А когда вот все есть, быстро открутилось, быстро, ну вообще супер. который много помогает в моей работе и командира роти. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, п'ємо за наших хлопців, за наших побратимів, яких вже нема в живих. Стихотворення «Як добре те, що смерті не боюся, і не питаючи тяжкий мій крест, що перед вами, судді, не вклонюся, в передчутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, як смерті обернуся до життя, своїм стражденним і незлим обличчям. Слава Україні! Героям слава! Нельзя ж цокатися ж. 3 авто для потреб військових та гуманітарну допомогу привезли естонські волонтери до Одеси. Засоби гігієни, ліки та крісла колісні для дітей і людей з інвалідністю передадуть на Херсонщину. Одесу обрали як тилове місто на півдні країни. Військову ж допомогу, вантажівку та авто для евакуації поранених та підвозу бойового комплекту волонтери доставлять особисто на Запорізький напрямок. Частина допомоги вона буде акумулюватися і передаватися саме на деокуповані території, де люди постраждають кожного дня від обстрілів, де ведуться бойові дії. Гуманітарну та військову допомогу вдалося зібрати завдяки донатам естонців. Її доставив волонтер Янус Пілер, який подолав понад 2000 кілометрів і вже не вперше. Це його 12-та поїздка в Україну за час повномасштабної війни. Если вы их здесь не держите и не заканчиваете эту войну здесь, тогда завтра начинается война у нас. И это самая маленькая вещь, что я могу сделать, чтобы защищать себе и свою семью.